Алроса и Дубайская алмазная биржа заключили меморандум о взаимопонимании, призванный повысить эффективность взаимодействия российской компании и алмазного сообщества Объединенных Арабских Эмиратов. Официальная церемония подписания состоялась в Дубае. Документ, в частности, предполагает взаимодействие по проблематике кимберлийского процесса, обмен прогнозами развития рынка и информации о новых достижениях в технологиях огранки алмазного сырья и сертификации камней. Во втором полугодии 2014 года Алроса намерена возобновить деятельность дочерней торговой компании в Дубае, которая была приостановлена в кризисный период 2009 года. Тем временем Минвостокразвитие рассматривает возможность создания на Дальнем Востоке и в Якутии территорий опережающего развития со специализацией в обработке алмазного сырья и продаж бриллиантов. В марте компания Nurbat Diamonds представила в Министерство концепцию развития Дальнего Востока. Так, в Якутии планируется создать центр обработки алмазного сырья. Центр также займется производством оборудования с алмазным напылением, в том числе бурового. Кроме того, планируется создать лаборатории по выращиванию синтетических алмазов. Отметим, в марте полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел в Якутии совещание по вопросам развития алмазодобывающей отрасли. Тогда вице-премьер напомнил, что правительство готовит систему мер, направленную на повышение инвестиционной привлекательности округа.